Ташлакова. Ташлакова. Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем с Божьей помощью Хазора нашего Маймера. Хай Соро, Авром Зокен, 5735 год. И это на самом деле, как мы уже говорили, это продолжение предыдущий Маймер, который там мы говорили по поводу уникальности Авром, что Всевышний его благословил во всем. И он задал вопрос, что значит во всем, почему это не идет, как всегда. Обычно броха идет броха с подробностей, о чем идет разговор, а тут во всем. И даже самого Аврома Вину получил благословение, уже четкие подробности. Да, чтобы твои потомки были как звезды на небо, и как песок, и так далее, и тому подобное. А тут вдруг какое-то странное благословение, бакел во всем. Так Ребе объяснил, обоснованно на Маймер, Ребе Рашаба, что тут идет разговор по поводу того, что во всем это значит, что это такой высокий уровень, который оно не разделяется. И поэтому во всем это без никаких разделений. Почему Авром? Потому что он именно это заслуживает. Он был на таком уровне, который может получить такое благословение. То есть, другими словами, его действие должен соответствовать на каком-то понимании тот уровень, который благословение, который называется Бакель. И дальше Ребе приводит, что на самом деле написано в Геморе, что Бакель это что у Авром была дочка. И ее звали Бакель, это было ее имя. С разным ахлей, кто-то говорит, да, было его имя, не было, но как бы не было, что у нее тоже была дочь. Что это значит? Так как если мы посмотрим более четко, и мы увидим события, которые случаются в глава недели. Начинается от того, что Всевышний говорит: Авром, Зокен, Боба Йовин. Авром пожилой, старый, зашел в свои дни. Так объясняется две разные объяснения, или в духовности, что он Тора, заповеди, или что он действительно пожилой в возрасте. Дальше, благодаря этого, значит, он получает Всевышний ему дает благословение, то есть, чтобы он дает ему благословение во всем, как говорится. Дальше событие развивается то, что рождается ребенок. И, кстати, Бакель, есть мнение, Медраш говорит, Бакель это значит сын, потому что это гематрия сын. Рождается у него Ицхок. А уже тут следующее событие это найти невесту для Ицхока. Он берет Элиезера и отправляет его со всеми подробностями найти невесту. И так как рассказывается в Тору четко все эти события. И потом идет разговор по поводу свадьбы между Ривкой и Ицхоком. Так, вернемся к нашему вопросу. Так что получается? Когда мы говорим, что есть объяснение, что значит бакейл, как мы сказали, это высшее разделение, или мы сказали раньше, что это сын. Тут говорится еще в Талмуд, что это у него была дочь, что по какому-то мнению звали бакейл. Как можно соединить оба это объяснения? Как они соответствуют друг другу? Так как всегда Ребе последовательно говорит, что они связаны, что нет возможности, чтобы на то же самое слово были объяснения, которые не только то, что они не противоречат друг другу, но наоборот, они даже поддерживают друг друга. Так как мы говорили в предыдущем маме, по поводу того, что Авром это сейхал анело и микалрай, то есть это возвышенный уровень от всего, то есть с одной стороны это сейхал, это интеллект, вот такой высокий уровень, что мы не можем это понять, мы не можем охватить. Но потом он получил благословение Бакея, это значит совсем уровень такой, который даже не называется сейхал.
Как мы это назвали? Дал пример Эвраша, так как огонь, который в угол, или огонь, который в Кремль. В чем разница? Есть хелем, сокрытие шебемециус, и сокрытие шаири в мециус. Сокрытие, которое не в мециус, нету его в реальности. То есть, другими словами, это потенциал, который есть. Так он заслуживал, именно заслужил вот этот уровень. Дальше, говорит Ребе, мы видим, что написано очень интересно. Написано, что благодаря, как написано, Леяньке вашей подает Авром, Яков, который он спас Авром. Что это значит, Яньков спас Авром? Каким образом? Когда, так Мидраш говорит, когда бросали Авром в печку, благодаря чего Всевышний ему сделал чудо, заслуга того, что видел, что у него будет внук Яков. Другими словами, Авром и Ицхок, это была подготовка к Якову. Яков уже непосредственно, когда он строит еврейский дом, это первый еврейский дом, который он создает, тут начинается еврейская жизнь, начинается еврейский народ, который цель, который является исправить и усовершенствовать этот мир. Или, если так, как называется в выражении хасидизма, создать все Вышнему жилье в Нижнем мире. И он приводит пример, так и написано в Ширашире, написано, что Авром это как бы обнимает, а уже Ицхок это уже поцелуй, а Янкив это уже полное объединение. Так тут строится отношения муж и жена, а также отношения Всевышний и еврейский народ, естественно. Так опять, чтобы прийти к такой уровень, надо работать, надо трудиться. Трудиться очень тяжело, выходить из себя. Именно такой уровень, так и мы говорим, что работал Авром. Это с одной стороны. С другой стороны, все равно то отдача, которую он получает, не является вознаграждение и то, что он добился этому. Потому что написано, Ягайту Мацосатами, ты трудился, но зато ты нашел. Почему? Потому что то отдача, которую он получил, заслуга, она вообще без никакого соотношения к тот труд, который он работал и вкладывал. Да. Тем не менее, он должен выходить из себя. Что получается? Что в продолжении вот этой свадьбы между Яков и Ривка символизирует также то особенный дар, который Всевышний дает человеку. Он дает человеку хискила имену биньян адияр. Что значит биньян адияр? Вечный дом. Это сила бесконечности, которая есть у самого Всевышнего. Вообще у человека не должно быть такого. Тем не менее, когда человек рождает дети, а эти дети рождают следующие дети, и дети, и внуки, и правнуки, это значит, что это вечность. И это особенный дар, который Всевышний дает человеку. Каким образом? Так говорит Ребе, очень интересно. Точно так, как в землю есть особенное качество, что она может расти, там, плоды, дерево и так далее. Почему землю? Земля, потому что это битул, это самый низкий уровень. И только там может быть такая сила бесконечности. То же самое, когда мы говорим спирот в Малхусе. И поэтому, чтобы достичь такой уровень, должен быть битул. То есть, несмотря на то, что Авром был, кем он был и как он был и так далее, но все было связано с битул. То есть, основа– это полный битул. И дальше говорим, что на самом деле в итоге мы также получим то вознаграждение, которое требуется, но это мы увидим только, когда придет Машиах и полное освобождение. Когда мы работаем сейчас, работаем с битулом,
и выходим из себя, значит, мы меняем мир, меняем полностью, создаем жилье все выше в нижнем мире. Но разница между нами и праотцы написано, что три Всевышний дал попробовать уже будучи в нынешнем мире, попробовать в будущем мире. Это Авраам, Ицхак и Яаков. Как это доказано? Через слово Бакейл. Бакейл, Микейл, Кейл. И как-то Медреш доказывает каждый раз слово Бакейл. Так вот об этом идет разговор. Это треба на самом деле, когда мы с вами работаем в битуле, и мы выходим из себя, мы тоже приближаем это все. Но мы пока в голосе, мы это не видим. Когда придет Мошиах и полное освобождение, мы это увидим, мы видим результат, четко все наша работа выше сказано. Дальше он говорит, что это связано также с кетер есть внутренней части, внешней части, так как сказано. То есть, опять-таки, то, что он достиг, это внешний, а то, что он получает, это внутренний уровень кетера. Каким образом непосредственно мы это получаем, через какая работа, это очень четко, через нашу работу и труд в течение голоса, в течение знаний, когда мы устанавливаем уроки Тору, постоянно, последовательно, и мы соблюдаем Тора и заповеди, бекабола сел принятия и гармонии без битули, без, несмотря на трудности и на разные испытания и препятствия и так далее, этим образом мы создаем Всевышнему жилье в нижнем мире. Так как вот жилье, что значит жилье в Всевышнем? Так как человек, у него дома, он полностью расставляется, раскрывает его сущность. Когда он где-то не дома, тут он такой, там он другой, это разные образы человека. Но настоящая сущность у него раскрывается только дома. И также, когда Всевышний хочет жилье в нижнем мире, это сущность Всевышнего. Это не какой-то образ. И тут на это Ребе заканчивает, когда мы только представляем себе и понимаем, что через наши вот этой работы мы доходим в такой уровень, который мы говорили, раскрытие Всевышнего по-настоящему, сущность его, это дает нам гораздо больше сила, мотивация и желание, и жизненность, чтобы выполнить эту работу. И это также связано с месяц Кислев. Так мы находимся уже в Шаббес в Волхем Кислев. Кислев — это особенный месяц, это месяц освобождения. Это месяц, где этот месяц есть Юд Кислев, это Митцелерев. И вот день освобождения. И Тес Кислев, день освобождения Алтерев. И это все связано с распространением источника снаружи. Так как известно, что когда Мошиах встретился с Балшемтом, Шемтов спросил его, когда же придет господин, то есть, другими словами, когда раскроешься Мошиах, так он говорит, что ее фуцу, майнусеха хуц. Когда раскроются твои источники наружу. Также это третий месяц, месяц Ханука, заканчивается, что он и сказал с Ханукой, что написано, что эти свечи никогда не гаснут. Даже когда идет разговор, что минора в храме, когда было разрушение храма, она уже больше не горела, но ханукальные свечи всегда будут гореть, так как третий храм, который будет вечен. Дай Бог, чтобы с вами, говорит Ребе, это заканчивается в этот месяц уже кисло. Увидели Мошиах, Кос и Мар, Малка Мошиха, так как он обещал. Алшем того, что через распространение его источники ведет Мошиах в скором будущем. Желаю вам хорошего дня. Будьте здоровы, живите богато. Зайд Гезунтом Штарк. Мошиах Нау. С Божьей помощью завтра начинаем новый маймер.